Друзья, всем большой привет! Мы сейчас находимся в аэропорту. Нас Kazakhstan Travel отправляет в Евротур. Правда, мы не знаем, в какие страны летим. Вот, и мы получили, долгожданный конверт, в котором указаны страны. Куда мы поедем? Итак, это Франция, Париж, Нидерланды, Амстердам и Австрия, Вена. Круто! И карта на 1500 евро. 2 недели на 1500 евро? Когда тебе дают еще и халявные деньги, то жизнь подсказывает одно – бежать. Бежать в самолет. Я там сзади. Оставь, давай, мужик, зарешай. Поиграв в поле чудес с багажом, мы сразу поехали в Париж. Просто нету круче нас никого. Компания Kazakhstan Travels выделила нам новый роскошный Mercedes CLS для поездок. Крутая тачка, спасибо! Мы едем в Париж! Мы едем в Париж! И самое клевое, знаете, я честно, год назад загадала желание, что хочу свой день рождения справить в Париже. Я составляла карту желаний, приклеила Эйфелеву башню. И я не знаю, просто я захотела так, чтобы вот в следующем году я справила свой день рождения в прекрасном городе Париж. И мы с Kazakhstan Travel исполняем, словно золотая рыбка, это заветное желание. Мы на месте! Друзья, я плачу! Вот она, Эйфелевая башня, вот ради чего мы приехали сюда. Направо. Офигеть! Мне кажется, просто увидеть Париж — это мечта каждого человека, да? Ну, с детства. Или нам это внедрили в голову, да? То, что вот Париж увидеть и умереть. Париж – это центр туризма, в котором занято 160 тысяч человек. В 2011 году французскую столицу посетили 28 миллионов туристов. Вы представляете, это в 12 раз больше численности населения города. Итак, друзья, мы во Франции, в Париже. Париж – потрясающий волшебный город. Город любви, романтики. И, наверное, каждый мечтает оказаться здесь. Особенно в день рождения, как это сделала Жанни я. Да, я очень правильные мысли направляю в космос. Сложно назвать французов приветливыми. Скорее всего, это проблема всех мегаполисов. Все куда-то спешат, торопятся. Кроме нас, у нас другие заботы. Джон, все-таки вместо фреша тебе надо было колу заказать тоже. Аккуратно, стой! Наташа, давай. Юля, Елена. 500 за 1 евро, давай. Ребята, продающие сувениры, называли нас русскими именами. Это происходило везде, и это было очень странно. Символ Парижа, гордость Франции, и это все Лувр. Один из крупнейших музеев с богатой историей художественных и исторических реликвий Франции.
Знаменитая стеклянная пирамида Лувра – прототип египетской пирамиды Хеопса. Площадь ее поверхности составляет 1000 квадратных метров. Пирамида служит своеобразным входом в музей и построена из 673 пластин из толстого стекла. Нет, это не торговый центр типа Достык-Плаза. Мы идем в Достык-Плаза. Музей. Сейчас возьмем билеты, посмотрим. Лувр. В мире много знаменитых музеев, посещаемых туристами, но в Париже находится самый посещаемый на планете музей, называется он Лувр. Основание его произошло в 1793 году. Мы идем в музей. Я не знаю, какой язык выбрать, просто я владею всеми 6 языками. Может быть, испаньол? Ну. Ага. Что там у нас? Ты? Окей? 15 евро. Если я не возьму Женю, то, в принципе, 15 не так много, 30 уже многовато. Но у нее день рождения, ее нужно взять в музей, да? Мы же каждый день ходим в музей. Сайка, смотри, мы в Манане в караоке. Да? Не Бармагот? Не, мы уже катала, по-моему, песенки заказывали. А там этот соки серый. Ну, а это после Мананы. Братан, ты был неправ же. Не иди в турсне, Сима, не иди в турсне. Вам будет завтра вам за это будет стыдно. Я так всегда делаю, кстати. Прекратите так А вы меня делать. залетела, да? У моей Пашки тоже такой шкаф. Еще сандух есть из этой же серии. Вот Джон филиал Армада здесь. Все развиваются. Мы за мимикрию приехали, да, в Лувр? Тоже стул нужен был. А, шкаф. В Лувре находятся одни из самых известных произведений искусств в истории человеческой цивилизации. Картины, размещенные в Лувре, собирались французским правительством более 500 лет. Пожалуй, лучшие в мире коллекции исламской, греческой и ассирийской культуры хранятся именно в Лувре. Посмотреть на женщину без бровей. Я хочу прорвать. У девочки проблемы. Все, вот все в ней нормально, вот все абсолютно. Единственное, у нее нет бровей. Но я знаю отличное решение – перманентный макияж бровей. Стоит всего 10 тысяч тенге в JD Studio Алматы и JD Studio Астана. Посещая Париж во время Второй мировой войны, Гитлер так и не смог попасть на вершину Эйфелевой башни. Французы намеренно вывели из строя привод лифта. С тех пор стало популярным выражение: Гитлер завоевал Францию, но не смог завоевать Эйфелевую башню. На Эйфелевой башне высечено 72 имени французских инженеров, ученых и математиков, участвовавших в создании башни. Парижское метро является одним из самых старейших метрополитенов в мире и занимает 4-е место по количеству перевозимых пассажиров. Станции в метро в большинстве случаев не объявляются. Многочисленные кафе и небольшие рестораны делают город очень милым и романтичным. Бесконечно влюбленные парочки приезжают сюда, чтобы принять самое главное решение в жизни. Любовь витает здесь повсюду.